Зменшення рейтингу Зеленського призводить до того, що його голоси йдуть не до «Голосу» чи до Порошенка. Все, що він втрачає, отримає, наприклад, партія Шарія, яка зараз підвищила суттєво свій рейтинг. І вона, за нашими даними, на межі проходження у Верховну Раду. І Медведчука партія теж збільшила свій відносний рейтинг і теж за рахунок «Слуг». Почему, как вы думаете, почему рейтинги Зеленского уходят не европейской солидарности, не «Голосу», а именно пророссийским силам, там партию ПЗЖ, партию Шария? Ну, во-первых, надо помнить, что именно Владимир Зеленский был тем кандидатом, за которого проголосовала вся Украина, невзирая на то, на каком языке люди разговаривают, невзирая на то, какие у них были взгляды на историю. Если мы посмотрим на саму фракцию «Слуга народа», то видим, что там есть и люди, которые имеют такие, как, по-моему, достаточно пророссийские взгляды, как, например, Макс Бужанский. Но есть и достаточно патриотические депутаты, как Галина Янченко, Виталий Безгин и другие. То есть, фактически, феномен Зеленского был таков, что люди, которым надоели старые политики, голосовали за него и на востоке Украины, и на западе. Если мы говорим каждый рассчитывал на свое. Рассчитывал на свое, если мы вспомним вот этот ролик «Какая разница», который очень нервирует националистов и поклонников Петра Алексеевича Порошенко, то как раз, по-моему, это была такая попытка примирить всех. Но, к сожалению, примирить всех не получается, особенно если очень работает информационная повестка канала Медведчука, учитывая, как он сильно заходит в медиаполе и какие деньги туда вкачиваются, тогда понятно, почему он растет. И если мы посмотрим на партию Шария, это тоже достаточно денежный проект, потому что даже иметь столько YouTube-рекламы, как партия Шария запускает, это не дешевое удовольствие. То есть они вкладываются в это. Если мы говорим о партии «Слуга народа» и падении рейтинга Зеленского, то нужно также помнить, что в отличие от ОПЗЖ, Шария, они партия власти. То есть любой негатив, который случается в стране, бьет по ним, а оппозиция может это критиковать. И это тоже одна из причин. Почему не уходит «Голос»? Потому что «Голос» создавался как проект, который очень хорошо заходил на территорию европейской солидарности партии Петра Алексеевича Порошенко. Если мы вспомним прошлые парламентские выборы, то именно «Голос» и европейская солидарность отбирали голоса один другого. На самом деле борьба шла между ними. Это были борьба в рамках этих известных 25%, которые поддержали Порошенко во втором туре. Сейчас партия «Голос» обезглавлена. Вакарчук имел возможность выступить против старых сил. Вакарчук имел возможность выступить против Зеленского или вступить с ним в коалицию. В конце концов, Вакарчук решил просто сложить мандат и уйти из политики. По-моему, для партии «Голос» это верная смерть, потому что это уже вторая попытка Вакарчука войти в Верховную Раду.